вечер, друзья. Сегодня мы пришли в гости к очень неординарному человеку. Я надеюсь, она сейчас сама о себе расскажет. Хава, добрый вечер, или, как говорится на Кавказе, ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Добрый вечер, добро пожаловать. Меня зовут Хава Гантимирова. Я являюсь директором бизнес-отеля «Магаз». Работаю в туристической индустрии. Но мое хобби связано с рыбьей кожей. Уже многие слышали о том, что в Ингушетии есть такое производство, которое связано непосредственно с изделиями из рыбьей кожи. Автором технологии шади был наш земляк Ахмед Шадиев, который в настоящее время находится за пределами нашей России. Но он оставил очень много учеников за собой. И я в свое время имела удовольствие работать с этим человеком и несколько месяцев, и буквально полюбила этот материал. И сейчас все свое свободное время я посвящаю своему хобби. Это я обрабатываю кожу по технологии шади и делаю изделия из этой кожи. Первый мой опыт был связан с кожей осетра, которая абсолютно уникальна, потому что каждая шкурка осетра имеет свой собственный неповторимый рисунок. Тысячи косточек, которые расположены на коже осетра, просто завораживают, и они придают особый какой-то рисунок. Кожа с характером, я ее так называю, потому что с ней очень сложно работать. И впервые, когда я столкнулась с тем, что мне захотелось что-то сделать, мне просто прислали сырую кожу, шкуру осетра и сказали: так, вот шкура, вот технология, вот, пожалуйста, делай. Конечно, было страшно, но я взялась, и у меня получилось. Кожа очень красивого цвета, бордового. И сразу захотелось что-то из нее сделать. И первым изделием, которое вот просто я села и рискнула сделать, это была вот эта ваза, которую я никогда, наверное, не смогу повторить, потому что здесь очень сложный рисунок в плане обработки этой кожи. Она очень сложно загибается, и вот эти вот косточки, они не позволяют формировать такой рисунок, который нам бы изначально хотелось. Поэтому мы очень долго соревновались с ней. И в результате получилось вот такое вот изделие, которое, в общем-то, само по себе это сложное изделие, уникальное изделие. Здесь просто забито очень не одна сотня мелких гвоздей, которые фиксируют вот эту вот кожу. Хотя они не видны, эти гвозди, но они все-таки держат кожу так, чтобы она не деформировалась. С этого момента и началось мое увлечение, и ежедневно, приходя домой вот после своей, скажу, непростой работы, я отдыхаю, выполняя какие-то изделия. Особой любовью моей пользуется все-таки кожа сёмги. Она очень податливая, она очень волшебная, мягкая, неповторимая по своей фактуре, по эластичности, пластичности. То есть это кожа, из которой можно делать любое изделие, начиная вот с мелких аксессуаров и заканчивая одеждой, обувью и многими-многими другими предметами, в том числе предметами интерьера. Вот и свое увлечение сейчас я просто пытаюсь развивать и поддерживаю все-таки отношения, продолжаю поддерживать контакты с автором технологий, который каждый раз подсказывает и каждый раз обучает меня этому непростому ремеслу. И, в общем-то, с каждым разом меня удивляет вот те достижения, которые есть в этой области. Сейчас в мире высокой моды очень популярной становится кожа осетра, скажем, и кожа сёмги. Вот это последние образцы, которые выполнил сам автор технологии. И вот они пришли ко мне из Португалии. Они удивительные, вы видите, и по сложности рисунка, и по обработке. Она довольно-таки плотная, вместе с тем очень эластичная. Ну и вот сейчас у меня вот такие задумки, связанные с этими фрагментами кожи.
тоже хочу что-то вот сделать интересное. Хава, а вы не могли бы в двух хотя бы словах, насколько сложно, ну прям в голове не укладывается, как можно из рыбьей кожи создавать такие изделия, вазы? Я видела внизу у вас целый павильончик такой стоит, выставочный, кошельки, украшения, какая-то керамика обделана. Насколько все это сложно вы делаете в разных цветах, тем более это очень красивые насыщенные цвета. Дело в том, что в Ингушетии некоторое время работала фабрика по обработке рыбьей кожи, по промышленной обработке. Это очень важно было именно, что на своей родине господин Шадиев организовал такое предприятие. Там стоит очень такое оборудование, сложное оборудование, которое позволяет дублировать кожу, затем красить ее, сушить и все вот те процессы, которые позволяют получить вот такую красивую кожу. Или глянцевать, скажем. Вот предположим, что вот эта кожа, на нее нанесена голографическая пленка. Она придает вот такой блеск, особый шарм и прочность. Вот эта кожа, она в несколько раз прочнее обычной телячьей кожи. Вот если вы попробуете ее потянуть и порвать, то никогда не получится, потому что она очень-очень прочная. Дело в том, что по природе рыба плавает в глубинных водах, и сама природа создала ее такой, что выносливой, что кожа должна быть прочная. И вот эти природные качества только подчеркиваются той технологией, которой пользуемся мы в настоящее время и которая позволяет получить вот такой прекрасный продукт. Соответственно, даже изделия, ну, например, обуви или перчатки, например, кожаные, точнее рыбьей кожи, они прочные, они не уступают обычным кожаным изделиям. Получается. Они в несколько раз прочнее. Причем существуют различные технологии обработки кожи. Если требуется, предположим, выполнить какие-то перчатки или сумочки или обувь, для каждого из этих изделий делается специальная кожа, потому что то, что подходит для обуви, не подходит для перчаток. Соответственно, и толщина кожи, и эластичность, и прочность, все это зависит от того, какой технологией пользовался производитель. А где вы берете такое количество идей для своих работ? Вы знаете, я беру вазочку, заготовку, и вот лежит кожа. И оно само по себе как-то ко мне приходит, и мне хочется вот сделать именно так и никак иначе. Зависит от настроения, от того, чем наполнен мой рабочий день, с какими людьми я встречалась, что я видела. Может быть, я была в горах, или я прогулялась где-то по улицам Магаса. Зависит от настроения, зависит от той фантазии, которая мне подсказывает тот материал, который я беру. Как такой, наверное, будет волновать вопрос многих, как женщине, кавказской женщине, занимающей руководящую должность в таком крупном проекте, как бизнес-отель «Магас», один из моих даже любимых отелей на Кавказе, удается совмещать и работу, и творчество, и вот то, что вы... Как вы все успеваете? Где вы находите энергию, силы, возможности? Вы знаете, когда человек занимается любимым делом, само любимое дело дает ему эти силы. То есть я отдыхаю, выполняя вот эти работы. Я отдыхаю, потому что у меня очень много мыслей бывает после прожитого дня, рабочего дня. Встречаются разные какие-то люди. Я встречаю разных людей, общаюсь. И, соответственно, у меня даже бывает, что я поговорю с кем-то, и этот человек может меня вдохновить на какую-то работу. Я прихожу, я вижу этот светлый образ, скажем. А вот, например, вас я увидела, мне что-то хочется сделать легкое, воздушное, что-то светлое. Поэтому даже вот общение с людьми, оно как бы имеет продолжение в моих работах. Мне хочется что-то делать именно под впечатлением этого общения или того, что я увидела. Это не мешает, это наоборот придает силы. А у вас такое количество работ, мы сейчас покажем, конечно же, все эти работы. Вы сделаете какие-то выставки или вы как-то реализовываете это все? Что с ними в дальнейшем происходит? Кто это видит?
Я столько здесь бываю, но я, например, первый раз с вами вот действительно такой случайной встречи, мы встретились там на туристическом форуме, и я совершенно случайно узнала, что вы такой вот уникальный человек, для меня это просто творчество, это как раз есть крик души, где вы себя выражаете. Работа работой, бизнес бизнесом, а здесь вы, конечно, реализуете уже свой вот внутренний потенциал, потому что это самое дорогое, что может быть реализовать человек, найти себя. Вы себя нашли, это на самом деле очень огромное достижение. Где вы это представляете? Есть ли какие-то выставки? Вы знаете, впервые я представила свои работы на выставке. Ну, я просто выставку сделала, она как бы сопровождала мероприятие. У нас был форум Союза женщин России. Я являюсь заместителем председателя регионального отделения Союза женщин России. Это общественная государственная организация с центральным аппаратом в Москве под руководством Лаховой Екатерины Филипповны. Там я как-то осмелилась и представила все свои работы, что, в общем, вызвало тоже большой интерес у людей, потому что никто не знал, что я этим занимаюсь. Дело в том, что я просто выполняла эти работы и дарила своим друзьям. Мне доставляло удовольствие, если кому-то работа моя понравилась, я чувствую, что это от души, я подарю. Специально, чтобы я где-то выставляла, реализацией занималась этих работ. Такого не было, потому что я это делала в удовольствие себе. И мне казалось, что они вот как мои какие-то вот, ну, как сказать, предметы, которые я люблю. И мне сложно их продавать, скажем. Я могу подарить человеку, если она ему нравится. Поэтому, ну, конечно, было такое, что и просили под заказ сделать какое-то изделие, и они покупались, эти работы, покупались несколько работ. Тут я продала это и вазы, и шкатулки. То есть, ну, был интерес, и есть интерес к этой продукции у людей, потому что все-таки это необычно, наверное, для... Это очень необычно, это даже слово такое не подберешь, насколько это необычно. Не привыкли, что из рыбьей кожи, это считается совсем ненадежный материал, создаются такие эксклюзивные, элегантные вещи. Я видела разные сумочки, кошелечки, особенно женских много вещей, это очень красиво. Вы знаете, еще мы открыли вот такой для себя очень интересный материал, это кожа кальмара. И вот сейчас вот на этой вазочке вот эти цветы сделаны из кожи кальмара. Ну, это, скорее всего, мембрана. Я покрасила ее в нужные мне цвета. Такие незабудки. Это вот лето было, и как-то хотелось мне что-то вот такое сделать. И вдруг ко мне пришла мысль, мне очень захотелось сделать сумочку. И, к сожалению, у меня сейчас ее нет здесь с собой. Но я выполнила сумку из кожи кальмара. И автор технологии, он мне сказал: а ты знаешь, что это первая в мире сумочка из кожи кальмара? Потому что так кожу кальмара никто до него ее не обрабатывал, соответственно, она не годилась для изделий. А тут вот эта сумочка, он говорит, она уникальна, ты ее просто как-то береги. И действительно так получилось, что у меня эта сумочка, она вот эксклюзивная. И иногда мне хочется вот что-то, сумочку сделать, там какой-то аксессуар, ремень, браслет. То есть, ну, бывает, что я и делаю бижутерию какую-то. Ну, все зависит от того, какой материал у меня есть в наличии. Перед вами открыт какой-то журнал, это о чем-то? Да, это вот изобразительное искусство Ингушетии. Это вот такой каталог, который был инициирован Музеем изобразительных искусств Республики Ингушетия. Сюда вошли авторы картин и мастера декоративно-прикладного искусства. И мне, конечно, было очень приятно, что мои две работы, в том числе короткое описание того, что я делаю, тоже вошло вот в этот каталог. Да. Очень красивые работы. Вот такая красота в каталоге. Изобразительное искусство Ингушетии. Может быть, вы покажете нам все свои работы, как они выглядят? Да, с удовольствием. Работы как дети. Не бывает нелюбимых детей и не бывает, наверное, нелюбимых работ. Поэтому каждую работу свою я люблю и отношусь к ней, к каждой работе по-особому трепетно. Но были работы, которые вызывали во мне там какие-то определенные эмоции, и мне хочется к этому возвращаться, вспоминать об этом. Вот, например, я была в Египте, и меня
конечно, очень впечатлила история Египта древняя. И, соответственно, мне захотелось сделать какую-то вазу с элементами вот древнего Египта. Что нашло воплощение вот в этой вазе? Значит, здесь вот различные символы. Это и такие вот иероглифы, и символы, и вот лотос. Все, что символизирует историю Древнего Египта. Затем, конечно, меня также очень привлекает тема Греции, скажем. И мне хотелось еще попробовать какую-то, для меня новую технику, это как работать с кожей так, чтобы она стала выпуклой. Естественно, она подвергалась какой-то термической обработке, и вот маслины, которые я таким образом сделала, они как-то натурально смотрятся. Все узоры здесь сделаны вручную, вырезаны из кожи. И это бывает непросто, потому что кожа, она не как бумага, не как ткань, она не всегда поддается, поэтому это очень кропотливый труд. А верх тоже сделан под старину, это как методом кракле, когда растрескивается вот верхний слой краски и получается вот такой вот эффект старения. Дальше, вот эта ваза была сделана с национальным ингушским орнаментом, что, в общем-то, меня сейчас очень увлекает. Я очень люблю орнаментальную культуру Ингушетии и стараюсь применять вот элементы орнаментов в своих работах. Вот эта работа выполнена с фантазийным цветком лилии, которая тоже впечатлила меня. Вот, я очень люблю лилии, цветы, и мне были подарены эти цветы, и мне как-то захотелось свое настроение перенести вот на свое изделие. Далее, вот, скажем, вот эта работа, она мне напоминает нашу башенку ингушскую. Она маленькая, но вместе с тем в ней вот с какой-то гордостью я ее делала, потому что здесь есть и наш солярный знак, и здесь есть по кирпичикам сложенная история. Картина вот эта маленькая, она тоже сделана из рыбьей кожи. Здесь использована кожа кальмара для того, чтобы было небо выполнено. И вот эта башня моего рода, я из рода Баркинхоевых, и эта башня, она меня всегда вот как-то впечатляет, и мне всегда хочется ее как-то изобразить. Соответственно, вот я сделала небольшую картину, в которой тоже она присутствует. Дальше, выполняя вот эту шкатулку, я вспоминала старинный сундук моей бабушки. Помню, что он был в таких цветах, именно с потертостями. И вот как-то мне очень хотелось, как воспоминание о своей бабушке, вот сделать вот такую шкатулочку, на которой тоже изображен ингушский национальный древний орнамент. Значит, со всех сторон, значит, здесь вот все это сделано. Внутри тоже сделано из кожи все. Далее, скажем, посмотрев какой-то веселый мексиканский фильм, мне захотелось вот именно сделать что-то такое веселое, мексиканское. И вот эта вот тематика тоже нашла отражение вот в этой вазочке. И здесь все выполнено из рыбьей кожи, вот это все вырезано из семги, методом аппликации все это нанесено. Далее, вот это африканская тема, тоже Африка, страна, в общем, материк яркий, всегда такие знойные, солнечные цвета. И мне тоже хотелось вот что-то сделать, когда было, вот, видимо, такое настроение. Далее, вот эта шкатулка, вот скажем, она сделана тоже в национальных традициях с ингушским национальным орнаментом. Внутри она тоже отделана бархатом. В ней можно хранить дорогие какие-то вещи. Здесь есть, открываются ящички, что тоже, в принципе, все обработано бархатом. Удобно будет хранить какие-то милые женские какие-то предметы. Также сделано вот это зеркало, тоже как в паре. Вот эта вазочка, она мне напоминает какое-то вот небольшое черное платьице. Мне хотелось вот ее одеть именно в платье. Получилась такая вот милая какая-то малышка в платье. Вот здесь тоже использован национальный ингушский орнамент. В общем, как и, скажем, вот в этой вазочке маленькой. Каждый предмет это мне напоминает историю нашей Родины.
Ингушетии. Скажем, вот общение с моей внучкой меня вдохновило на изготовление вот этой такой вот шкатулочки, которую я назвала Барби. Она такая в таких розовых, желтых тонах. В общем, тоже как поднимает настроение. Ну, здесь вот разные есть тоже техники. Это тоже с символами Ингушетии, вот орел, солнце и национальный ингушский орнамент. Ну и вот знаете, рыбьей кожей невозможно испортить ничего. У меня оставались маленькие фрагменты кожи, причем разной кожи. И вот эта вазочка, вот она выполнена просто из того, что осталось. Я даже не стала обрезать или как-то вот все это натурально, все это выглядит так, как оно есть. И вот здесь вот методом рифления я собрала горлышко. Здесь вот косточки осетра. То есть это такой материал, которым можно создавать любые предметы. Причем можно даже не бояться, что это будет как-то плохо выглядеть. Потому что что бы вы ни приклеили из нее, все равно будет иметь какой-то свой особый шарм. Эту вазочку мы делали вместе с моей внучкой, причем она ее делала сама уже, я ее обучала этому. И цветочек мы сделали из кожи кальмара. У меня несколько учеников, детей, которых я тоже обучала работе с аппликацией из рыбьей кожи. Они с удовольствием, вот летние каникулы мы провели за этим занятием. Мне само было очень интересно, потому что я видела, с каким удовольствием дети выполняют эти работы. И они повесили на стены свои картины, поставили свои вазочки. И тоже, мне кажется, что это вот для них это хорошая мотивация для того, чтобы продолжать свои какие-то, воплощать свои творческие идеи. Так, я бы очень хотела вам подарить вот эту маленькую вазочку. Она хоть и колючая, но очень добрая. Я ее называю дракончиком. Пожалуйста. Огромное спасибо. Я даже не знаю, как вас благодарить, мало того, что вы просто открыли для нас сегодня новое уникальное производство, так еще такие подарки. Прям большое-большое вам спасибо. Это так приятно. Огромное вам спасибо. Развития вам всего-всего. Спасибо. Хава, ну на самом деле прям действительно уникальная работа. Работа вся с душой. Самые дорогие работы почему ценятся? Потому что туда люди вкладывают душу. И здесь прям вот видно в каждом изделии. Но это уникальное, прям вот действительно все настолько выделано, все столько, здесь столько труда. Я даже не представляю, как вы это делаете. Тем более у вас уже, насколько понимаем, у вас уже передается в поколение уже традиции изготовления изделий из рыбьей кожи. На самом деле мы желаем вам развития, желаем, чтобы вот ваше дело, потому что дело с душой самое ценное, что может быть у нас в жизни у людей. И те люди, которые будут покупать ваши работы или смотреть, или вообще общаться с вашими работами, это, конечно, будет вызывать неподдельный интерес. От всей души вам желаем, чтобы вы только процветали, чтобы вы реализовывались в вашем таком необычном, уникальном деле, и чтобы вы уже, давайте сделаем выставку какую-нибудь, чтобы все посмотрели, потрогали, потому что настолько все точечно, настолько все прям интересно, хочется потрогать, вот прям игрушечное что-то. Это прям работа уникального человека. Спасибо вам огромное за это уделенное время, за ваш труд, за ваши работы. И удачи вам, конечно же, в вашем развитии. Спасибо большое. Я думала, что наша встреча меня вдохновит еще на несколько красивых работ, и я обязательно подготовлю какую-нибудь выставку. Будет замечательно. Кстати, мы обязательно приедем освещать вашу выставку, так что давайте планировать. Хорошо, спасибо большое.